Место, которое создавала тысячелетиями природа, Синские столбы. Это была главная точка нашего маршрута, о которой мы мечтали с начала путешествия. Подняться до них не всегда получается на водометных моторах, а у нас был винт. А я вот такой. Синские скалы. Решили забрать домой, как сувениры. Но в Якутии принято у якут, что если что-то забираешь, надо что-то оставить. Дождик начался. О, какие они большие. Прям над нами. Если она упадет, прям сейчас, от нас ничего не останется. Вот тут мы ночевали. Наш домик. 11-й день. Путешествие. 19 июня. Собрались. Сейчас попрощаемся с хозяевами на заправку в Синске. 20-ка у нас осталась после последней заправки. 20 литров. И попробуем подняться вверх по реке Синей, к Синским столбам. Такая турбаза. Наша лодка здесь ночевала. Вещи стащили ребята. Хозяев. Тоже ребят повезли на Синские столбы. Олесь и Лидия, хозяева турбазы. Иду на заправку. По краю деревни. Назад через деревню пойду. Праздник сегодня у них. Якутский Новый год. Девчат встретил на Ряженых. Говорю, что за праздник у вас? Музыка там где-то на горе играет. Якутский Новый год. Встреча лета. Что-то такое. Как-то они назвали, я забыл. Сейчас в магазине спрошу, если магазины работают. Саханефтегаз, Синск. Парень на мотоцикле ехал. Спросил, говорю, далеко до заправки? Он говорит, да. Хотите, говорит, довезу. Я говорю, довези. Довез. Не стал одной рукой снимать на телефоне. Магазины, говорит, работают с 3 часов у них сегодня. Потому что вот этот праздник. Набрал канистру, тащу назад. По навигаторам показывает 3 километра мне шлепать. Может, кто-нибудь попадется еще. Добрая душа. Иду, никого нету. Это вон машина. Все на праздники. Вообще пустая деревня. Нет людей. Сотовая связь в Синске. У нас с Диманом Мегафон и МТС. Оба оператора есть. Интернет у Мегафона слабый. Ешка. А МТС 3G. Нормальный интернет. Даже получилось вчера короткие шорты выложить на канал. Купола. Для церквушки. Дошел. 22-24 литра. Оказывается.
Тяжелые какие. Вспотел. Че был вчера в бане, че не был. Вспотел, как местные, наверное, лошадки. Вот опять это монумент. Сейчас поплывем. Вон Димка меня встречает. Диман, какие они тяжелые эти 24 литра. Место парковок лодок. Димка пошел. Говорит, посмотри, какие у них моторы. Сузука 175 лошадиных сил. Ямаха. Это простой. Это уже простой. Ямаха 150. Для такой лодки она летает, наверное, на таком двигателе, моторе. Да. А этот сколько? Это, ну, что-то поменьше. Это пятнаха. У нас пятнаха есть. Пятнашка вообще игрушечная. Тот 175. Ну, здесь, ну, 30-ки, 40-ки. Время 13:20. Мы тронулись до Синских столбов. Переплывает реку. На кордоне отметились, дали нам справки, что за посещение, и взяли 2000 рублей. 1000 рублей за лодку и по 500 рублей с человека за посещение Синских столбов. Про Ленские столбы мы слышали не один раз, расположенные на берегах Лены. И вот тогда при разговоре кто-то упомянул об этом месте. Посмотрев фотографии в интернете и почитав истории людей, которые уже посетили это чудо природы, созданное ветрами, палящим солнцем, морозами и водой. Планируя маршрут, мы хотели попасть в это место и посмотреть своими глазами, как природа тысячелетиями выстраивала то, от чего все замирает. Офигеть! Красота, да, Диман? Офигенно, конечно. Возле скалы. Впереди еще один перекат. Пройдем. Я уж не снимаю перекаты.
все внимание, чтобы двигатель не цепануть. Там начинаются столбы уже. Прошли на малом ходу, чтобы, если что, сразу сбросить газ. Зная мелководье этой речки по видео и рассказам, мы заранее купили запасной винт и были готовы перетаскивать лодку на непроходимых участках. Мужики на кордоне сказали, если вы дошли до кордона, то дальше перекаты будут глубже и проходимее. Вода сейчас большая, и у вас все получится. Точку на карте, которую я обозначал перед походом в путешествие. Вот она, эта точка. Мы дошли до нее. Финские столбы во всей красе. Еще один перекат. Потихонечку ползем. На кордоне нам мужики говорили, что есть домики, места для отдыха. Но здесь тоже надо денег, наверное, платить. А у нас есть 2 палатки. Вон опять плесканулось. Рыбы есть. Может, на что-нибудь нарыбачим? О, какие они большие, прям над нами. Если она упадет, прям сейчас, от нас ничего не останется. Рыбы плескаются, но может будет и рыбалка. Вот арка прям, Диман, видишь, да? Арка. Ну давай остановлюсь.
перекат опять, но по левому, наверное, по левой стороне, да? Сейчас посмотрим. Перекат очередной. Прям возле берега проходим. Палки, правда, бревна. Вроде прошли. Повезло в очередной раз. Диман, я предлагаю, вот если что, вот здесь нас заночевать. Вот здесь. А завтра на другом месте. Ну, сейчас мы проплывем дальше. И заночуем, да? Прикинь, в таком месте заночевать. Офигеть. Сейчас проплывем дальше. Если что, вернемся сюда. Если там хуже, да? Очередной перекат здесь. Также потихонечку ползком. Прошли. К берегу стал. Да там что-то камни, по-моему. Поднялись до этого места. 58 километров от Синска. 3,5 часа у нас ушло. 17:00 сейчас. Решили дальше не идти, потому что столбы все меньше и реже. Решили вернуться за поворот. Там переночуем, а потом переночуем в другом месте. 2 ночевки у нас. Ночевать мы будем вот в этом месте. Завтра переберемся в другое. Ну, здесь подгадали по солнышку. Должен быть красивый закат. На квадрокоптере полетаю. Сейчас рыбалка. Песочек. Там каменистый пляж. Еще не наговорился с телефоном. Не. Палаточки поставим. Все. У нас вариантов 2. Димка поймал рыбу. А! Поймал? Эхо! Диман поймал рыбу. Пойдем посмотрим.
Ну доставай его, что ты? Он слишком большой, я боюсь. Фига здесь. На завтрак, на обед и ужин. Ну, не меньше. Ёлки-палки. Поздравляю, Дима. Спасибо. Ай, Все, уплыл. дурачок. Дурачок, что уплыл. Восьмой час. Рыбачим с Димкой. Нарыбачили каких-то гальянов. Ну, уха у нас все равно будет. Мы об этом мечтали. 11 дней. Комары есть. Но не такие приставучие, как в зимовьях, которых останавливались в домиках. Вот они летают. Где в зимовьях, где высокая трава. Есть. Мошки еще нет. Тянет там тучки, какие-то облака затягивает. Может быть, завтра будет не такой ясный день. Ну, хочется полетать на квадрокоптере. Я вечером полетаю. Сниму наши местные ночевки. Стрижей очень много. Кричат. Эхо здесь, конечно, офигенное. Ну вот, это не то место, но мы одни. Диман, я и комары. Больше никого нет. О! О! Димка! Эхо, конечно, офигенное здесь. Там есть побольше, поплотнее стена из столбов. Ну, там закат не попадает на сторону. Ну и вот уже солнышко садится, и получается не получится красивого кадра. Ну, будь что будет. В Якутии светлые ночи. Посмотрим. Красота. Мы оба счастливы. Даже за Димана скажу. Мы оба счастливы, что мы здесь. Это того стоило.
Димка спать лег. Я все рыбачил. Время 1 час ночи. Знаю, где живет. Ночуют 2 больших рыбы. Маленьких поймал, отпустил. С утра пойду. На то место, может быть, поймаю. Сейчас еще будет салют. Диману говорю, постреляем. Он говорит, стреляй. А я спать пошел. Июня. Время 2 часа ночи. В Якутии вот так вот. Не поверите. Светлые ночи. Даже не темнеет. Самое позднее время это вот 1 час ночи. Ну вот как мы и хотели с Диманом попить кофе ранним летним утром в Осинских столбах. Еще мы попьем на Ленских столбах. 9 утра. 12-й день нашего путешествия. Наш ночлег. Ну вот, мы пошли в другое место. Там покрасивее, по-моему, будет. Тра-та-та. А? Даже хотели встать. По-моему, да. С Димкой решили заночевать тут. Специальное место для стоянки, оборудование там. Туалет даже есть. Место для стоянки. Вот тут мы будем ночевать сегодня. Оу!
Птичка тоже какая-то ругается. Красиво. Очень красиво здесь. Лучше, чем на вчерашнем месте. Ну, здесь они прям высокие. Да? По метров 100. Точно они. С Димкой покушали. Диман пошел туда красоту снимать. А у нас гром. Громыхает. И еще. То ли мы у них в гостях, то ли они у нас в гостях. Две лодки пришло. Поднимаются они чуть-чуть выше. Там тоже постоят. И уплывает назад. Женщина переодевается, я снимаю. Приплыли, в платье переоделись и пофотографировались. Завозят их чуть-чуть выше и потом вот возвращается, и вот это самое красивое место, наверное. Ну, здесь стена очень длинная. Из этих останцы, кто-то их называл. Или останцы, останцы. Что-то такое я слышал. Дождик начался. Спрятались с Диманом под крышу. Рыбалка пока отменяется. А то водочку молния шарахнет. И рыбы будут в другом месте у нас. Гроза закончилась. Ливень был недолгий. Пошли с Диманом рыбачить. Здесь за поворотом перекат. Диман ушел уже. Я тоже пойду. Попробуем. Пока только такая рыбалка. Маленький. Попадается. Давай. Вот мы встали за поворотом. Я уже дошел до следующего поворота. Под скалой стою. С каждым разом все меньше и меньше. Ой. Это вот под скалой я его поймал. Рыбалка онлайн. Сейчас посмотрим, поймаем, не поймаем. Место-то хорошее. Рано еще.
Есть. Есть. Нет, сорвался. Есть. Опять сорвался. Что такое? Нет, поймал. Поймал. Опять малек. Молотек. Ну, покрупнее хоть. Кого ты там заглотил-то? Так, сейчас я его отцеплю и отпущу. Пока с Диманом рыбачили, Димка нашел не показывает. Вот такой камешек. Красивый. О, какой. А я вот такой. Синские скалы. Решили забрать домой, как сувениры. Но в Якутии принято у якут, что если что-то забираешь, надо что-то оставить. Мы оставим чуть попозже. Ребята на 2 плотах приплыли. Будут ночевать с нами в этом месте. Надо доставать квадрокоптер. Закат на скалах. Квадрокоптер от увиденной красоты офигел и не полетел. Что-то с камерой случилось. Обидно. Попробовал, но, по-моему, надо компьютер. Стрижей-то как много. Вечерняя у них охота. — 21 июня. 8:30 утра. 13-й день нашего путешествия. Сегодня мы покидаем эти замки, созданные природой. Надо дойти до Синска, заправиться и дойдем до начала Ленских столбов. Красота. Ляпота. Время 2 часа. Собрались с Димкой. Народу понаехало. Это самое козырное место, видать. Все так считают. Собрались. Все с собой убрали. Чистоту оставили. Все. Погнали. Ребята вот эти только приплыли, палатку поставили, кухню. Девчонка закинула удочку и сразу же поймала щуку. Муки у нас попросили. Молодцы. Прям молодцы. Вперед, навстречу Ленским столбам.
Синску сперва, да? Заправки. Как праздник называется у вас? Ишех. Эсэх, да? Да. Вот, в Синский Эсэх праздник, и все магазины работают в субботу до 5, но сегодня из-за вот этого Нового года, да? Новый год? Все работают. Какой Ишех? Ишех называется не Новый год. Ну, сказали якутский Новый год. Ну, по якутски так называется. По якутскому, да? Вот. Именно Антон Романович. Антон Романович меня... Магазины, короче, закрыты, мы пришли в Синск. И Антон Романович выручил меня сигаретами. Правильно. Вот так вот. Благодарю. И я вас тоже благодарю. А то нали... Всем этим иркутским... Как? Иркутский? Иркутяне, Ну, всем привет. привет, Всем привет. передай. Антон Романович. А фамилия? Латышев. Латышев. Вот, я домик у него сниму. Можно, да? Вот домик. Выручил. А я ходил на заправку, а Олег при советской власти. А Олег тоже, они подошли к берегу на другой лодке. Были тоже на Синских столбах. И он знакомого попросил на мотоцикле свозить за бензином. Короче, ребята в Синске, народ синский, уже не первый раз нас выручает. Вот так вот. Спасибо большое. Вечерний Синск остался на берегу. Мы поплыли дальше. Вышли с реки Синяя. Ленские столбы. Начинается. Вот чуть-чуть. Километров 10 проплыть надо. Сколько? 25 показывает карта. Ну это начало, это там середина, наверное. Ну, это типа совсем скучные, а более-менее нормальная гряда через 25. Ну, отсюда их уже видно. Вот буквально Синские, Ленские столбы начинаются.